Объем воды в главном водохранилище и поставщике электроэнергии Токтогульском на сегодня без малого 10 миллиардов кубометров. Таковы данные электрических станций. И это только кажется, что цифра огромная, на деле же этот показатель от нормы далек. Предприняты нашей компанией необходимые меры по обеспечению потребителей необходимым объеме электроэнергии. Увеличение нагрузки на ТЭЦ города Бишкек. В прошлом году, если у нас выработка на ТЭЦ города Бишкек составляла миллиард 300 миллионов киловатт-часов, в этом году планируется выработка около 2,5 миллиарда киловатт-часов. Конечно, это не в этот год, а последующие года мы должны вести политику энергосбережения. Строгое лимитирование потребления электроэнергии тоже должно стать действенной мерой. Отмечают эксперты в этой сфере и то, что действующие тарифы не окупают расходов. Отечественный энергосектор находится в беспрецедентном кризисе. Тем временем растет население, растет и потребление электроэнергии. Если взять среднюю семью в 5 человек, то это 5 телефонов, например, да? Столько же, например, микроволновок, телевизоров, там не один, а 2 телевизора, холодильники, морозильники, например, кондиционеры в летнее время, да? Это все, конечно, увеличило потребление электроэнергии. В этой связи, конечно же, отключать или веерное отключение – это не выход. То есть народ этого не поймет, но тем не менее, если мы хотим, чтобы электроэнергия постоянно у нас была, то необходимо уже бережно относиться к имеющимся ресурсам. Товарообмен электроэнергии – еще одна мера, предпринимаемая для снижения дефицита. Из Узбекистана и Казахстана будет импортирован 1 650 миллионов киловатт-часов. Электроэнергия будет возвращена Кыргызстаном в летние месяцы до 2023 года. Людям надо максимально экономить электроэнергию. К тому же надо понимать, что электроэнергия – это очень дорогой товар во всем мире, а у нас он поставляется очень по низкой цене. Поэтому, понимая эту ситуацию, чтобы помочь всем другим в своей стране, хорошо было бы, если люди это отнесли с пониманием и экономили бы электроэнергию. Потому предстоящий осенне-зимний период, как сообщили в НЭСК, может стать сложным. Компания призывает кыргызстанцев использовать электроэнергию экономно, без надобности не включать электроприборы и переходить на альтернативные источники отопления и водонагрева. Аяна Дюшикеева и Сентура Быкеев, Алату 24.